欢迎您来，谢谢导，谢谢导主席。香港您好。下边这个就是。Здравствуйте. Левоса. Здравствуйте. Рад лично познакомиться. 尊敬的陈书记，尊敬的中共代表团，欢迎大家来到吉尔吉斯坦议会，很高兴与您相识。Как вам известно, установление всеобъемлющего стратегического партнерства новый веков. 今年5月，扎卡罗夫总统访华，并同习近平主。Здравствуйте, господин Чиньян. Очень рад приветствовать вас на Кыргызской земле. 尊敬的陈刚书记，很高兴您来到吉尔吉斯坦。Я внимательно изучал вашу биографию. Я был впечатлен, насколько такой большой прорыв и в науке, и в политике. И везде, в какой сфере вы работали, всегда показывали хорошие результаты. Я был восхищен. 我非常认真地研究了您的简历，我发现您在科学、政治等各个领域都工作过，而且在每一个领域都取得了非常突出的成绩。Изучали химию, защитили диссертацию. Я вот хочу начать с этого. Предыдущий оратор, лидер Рады Кыргызстана тоже отметил этот момент очень твердо. Тот факт, что вы человек науки, это уже говорит о том, что мы должны прежде всего сотрудничать в этой области. Потому что после распада Советского Союза мы больше занимались самовыживанием. Экономические какие-то вопросы всегда были приоритетными. Уже теперь пора развивать науку. А мы знаем, как динамично развивается китайская наука, современная наука. И мы бы хотели устанавливать сотрудничество в этой области прежде всего. 我发现您曾经也在化学领域有很深的研究，那么可以说您是一个科学型的人才，所以我认为我们首先就可以在科学领域开展合作。正如您所知，在苏联解体之后，我们国家曾经很长一段时间都为了生存而挣扎和奋斗。那么我们一直把经济作为我们的优先发展方向，但是我认为现在我们应该继续在科学领域开展合作，发展国家的科学。所以我认为我们可以在现代科学领域开展合作。Второе, у кыргызов есть такая поговорка: «Көз көрген жерде көз көрсе көңіл болады». Это означает, что когда побольше встречайся, общайся с глазу на глаз, запоминается больше и приближайся. Вот я не смог перевести нормально, но тем не менее приблизительно вот смысл вот так получается. 在吉尔吉斯语里边有这样一句话，它翻译成俄语的意思就是说，如果两个人可以面对面的交流，他们的眼睛看着对方的眼睛，那么可能会更好的了解和记住别人，然后这样的话，可能大家的心也就会贴着更近。Полтора месяца тому назад я знал только одного человека воочию, госпожу Дубивин, а сейчас я знаю уже воочию, и переводчицу знаю, и госпожу Вей знаю. 以前我只认识杜德文大使，然后后来通过一些活动，我也认识了现在中国代表团中的其他一些人。Почему? Потому что вы провели очень важное мероприятие, это межпартийный диалог между Китаем и странами Центральной Азии. И вот мы стали как бы близкими друзьями. Сегодня, как будто я увидел своих сестер, очень был рад. 因为之前6月份的时候，中研部曾经举办过中国中亚政党对话会，那么我们也能够有机会和来自各国的，包括中国的伙伴们进行深入的交流，然后我也从中认识了很多的伙伴，所以今天看到他们我也非常高兴。Вы нас пригласили посетить ваш регион. Это означает, что мы должны продолжать вот эту тенденцию в таком же духе. Чем больше контакты, тем больше приближения и улучшения, укрепления дружбы. Давайте будем работать в этом направлении. 那么刚才您也邀请我们去青海省看一看，那么我认为如果我们这样的交往越来越多的话，那我们就会越来越亲近，那么我们之间的友谊也就会更加的深厚。Третье, когда я поехал в Китай, я заметил, что организационные работы в основном проведены женщинами.
на высоком уровне, профессионально. Вот девушка, которая сидит перед нами, я очень сильно впечатлен ее талантом, там, организационной способности, госпожа Лей, там целая команда была. 当我上次去中国访问的时候，我发现那个活动的组织者里面有非常多是女性，而且这些女性她们都工作的非常专业，给我留下了非常深刻的印象。 И ваш посол, госпожа Людмила, тоже очень харизматичная, очень энергичная. Она любит страну, мы это видим. Почему я это говорю? Может быть, мы должны еще работать в плане повышения квалификации женщин совместно, чтобы совместный опыт развивать. 那么杜德温大使也是一个精力充沛的人，他也非常热爱吉尔吉斯斯坦，这一点我们也都能看到。所以我想未来我们也可以就如何更好的提高妇女的职业技能这一方面开展相关的工作。 Потом следующее, у каждого государства есть какой-то такой несказанный такой имидж, да? Какое-то государство напоминает больше финансы, там какие-то средства, какие-то государства больше оружия. Но Китай всегда ассоциируется с мудростью, восточной мудростью. 我们对于每一个国家可能都有一个总体的印象，比如说有的国家可能是经济很发达，有的国家是有很多的武器。我们对于中国的印象就是中国是一个非常睿智的国家。 Это означает, что, может быть, мы должны сотрудничать в области искусства и литературы. Это очень важно, потому что через литературу ты понимаешь душу нации, государства. Тем более это родина Конфуция, Либо. Читаю на кыргызском, на русском, но в оригинале, наверное, еще лучше. Вот поэтому, может быть, в этой области мы должны еще работать более интенсивно. 所以我们也可以在艺术和文化方面开展合作，特别是在文化方面开展合作，这可以成为我们了解一个国家非常重要的渠道。我们可以通过俄语或者是吉尔吉斯斯坦语去了解孔子和李白，但是当然，如果要是能用中文去阅读他们的著作的话，就会更好。 Может быть, госпожа посол, она отслеживала после приезда в Кыргызстан, после поездки в Китай, я выступил именно о поездке в целом, о наших впечатлениях, чему мы достигли, чему мы научились. Мы взяли время, специальное время для фракции отведенное, и выступили, поблагодарили. Спасибо огромное за очень такой плодотворный такой визит, очень полезный визит. 那么在我6月份结束对中国的访问回来之后，我们也同杜大使进行了工作交流，然后我也跟他讲了我在中国的一些见闻，我的很多看法，所以我也非常感谢中方能够邀请我当时去中国进行访问。 Мне вот господин председатель Цзиньпин, он, кажется, работает в области решения экологических проблем настолько эффективно, каким был Пекин раньше, каким он стал в данное время. Это совершенно два разные города, абсолютно чистый такой. Раньше Пекин не был таким, значит, работает эта идеология, эта политика очень эффективна. И идеология, как называется, либо, может, поможешь, зеленые горы и прозрачные воды наши бесценные достояния, да? Я правильно говорю? Вот эту идеологию надо развивать в Кыргызстане, трансформировать, потому что для нас тоже в этой области работать это имеет огромное значение. 在习近平总书记的领导下，我也看到了北京在生态方面发生了很巨大的变化。可以看一看。 Самое последнее, что я хочу сказать, я написал еще статью о своей поездке, свои впечатления, в виде дневника. В скором будущем, наверное, буду опубликовать через соцсети, в будущем буду включать книгу свою. Но прежде чем мы поехали туда, оказывается, как будто угадали, что в скором будущем начинается партийная дипломатия, мы официально отправили письмо в адрес Компартии Китая с предложением составить меморандум о сотрудничестве. Это от нашей партии. У нас самая молодая партия, но это была самая амбициозная партия. 我也把我之前上次去中国访问的很多见闻写成一篇文章，然后之后我也会把它发布在社交媒体上，我也会把它收录在我的书中。而且我们党虽然是吉尔吉斯斯坦非常年轻的一个政党，但是我们也希望能够同中共签署合作备忘录，我们也会通过外交渠道继续
изучать, потому что компартия в России социальных проблем, экономических проблем впечатлит огромно, мы были впечатлены. Спасибо, что приехали, нашли время, поинтересовались Казахстаном. И нам было очень приятно встретиться с вами. И на Искуле тоже провели огромный такой очень важный форум. И плоды, они наверняка будут больше, чем мы даже ожидаем. Спасибо огромное. 那么我们也希望能够继续在经济社会发展方面